Развитие промышленности функционирует уже 2 года, и за этот сравнительно короткий промежуток времени многие промышленные предприятия получили возможность встать на ноги и развиваться. Если говорить коротко, то ФРП является плечом, о которое может опереться любое промышленное предприятие. Акцент, конечно же, делается на современный технологический уровень, а в первую очередь это машиностроение. ФРП поддерживает предприятия и финансово, выделяя займы на определенные суммы и помогает правильно построить и структурировать работу. ФРП – это такая уникальная на самом деле структура, которая вмешивается в механизмы рыночной экономики. То есть они предлагают не рыночную помощь и тем самым могут оказать давление на других рыночных игроков. Из 134 уже запущенных фондом проектов 20 полностью реализованы. Наш регион подавал 4 заявки на поддержание промышленных предприятий, но только завод по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления прошел все уровни проверки экспертного совета. Сейчас предприятие готовится к открытию. Представители ФРП побывали на производстве и оценили возможности завода. Снимаю шляпу перед собственниками и организаторами этого проекта, потому что я в Фонде развития промышленности отвечаю за региональную составляющую и очень много езжу по стране именно на предприятия, встречаюсь с промышленниками, с чиновниками от промышленности. Но то, что АТМ сегодня сделал, это проект производства федерального уровня. Еще в январе в рамках рабочей поездки в Москве Юнусбек Евкуров встретился с директором ФРП Алексеем Комиссаровым. Тогда и была высказана идея создания на территории Ингушетии регионального фонда развития промышленности. Документов по созданию нашего фонда уже готовы, находятся в правительстве на утверждении. И после создания регионального фонда мы можем у себя в республике можем оказывать помощь. Помощь это будет в размере от 20 до 100 миллионов рублей. Чтобы пообщаться с предпринимателями и детально объяснить им весь механизм работы фонда, и приехали представители федерального ФРП. Умалат Таршхоев отметил, что Ингушетия все предыдущие годы делала акцент на строительстве социально значимых объектов, а теперь плотно взялась за развитие промышленности. И помощь ФРП придется как нельзя кстати. Сейчас, вот именно в этом году, у нас уже есть ряд проектов, которые мы можем все-таки похвастаться, это даже в том числе и те проекты, которые ранее были простаивающие по тем или иным причинам, нам удалось их реанимировать и запустить, несмотря на высказывания многих скептиков, что это практически нереально, и так далее. Мы их запустили, они сейчас работают у нас. Среди участников семинара бизнесмены. У каждого из них свой вопрос, касающийся именно их сферы. А Махмуд Мальсагов, исполнительный директор ООО «АТМ», можно сказать, первопроходец республики по сотрудничеству с ФРП, поделился с коллегами своим опытом. Особо сложностей работы с фондом мы, например, никаких не испытали. Главное работать по стандартам. Стандарты, которые утверждены фондом. Я понимаю, что у каждого человека свой путь. У каждой республики, региона свой путь. Но есть фонд, у него есть официальный сайт. Там все подробно изложено. Фабрика по производству картонажных изделий, завод по производству полимерных труб, доломитовой муки, швейная фабрика. Региону есть что представить в сфере промышленности. И нынешняя программа ФЦП, которая реализуется в республике, рассчитана именно на развитие этого направления. Предприятия, которые делают продукт такой глубокой переработки, конечный продукт, он абсолютно здесь востребован. Да? То есть это также о том, чего сегодня мы много говорили о компании АТМ, то есть создали предприятие по производству отопительных радиаторов, причем на конечный продукт, но абсолютно его сегодня можно двигать в Европу и там заниматься реализацией, да, там предприятия по светодиодным, по светодиодам, тоже абсолютно современное, востребовано. Региональный фонд развития промышленности сможет выделять каждому предприятию от 20 миллионов рублей. С такой поддержкой республика, несомненно, выйдет на новый уровень. Мария Мистоева, Магомед Урусханов, Новости 24.